первой половине октября зафиксировано в 2,5 больше пожаров именно в банях, чем за аналогичный период в прошлом году. Почему это происходит, в чем причины возгораний, поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Андрей Зайцев. Это временно исполняющий обязанности начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Андрей Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот сегодня мы озвучиваем такую статистику, что пожаров в банях увеличилось, количество пожаров в банях увеличилось в 2,5 раза. С чем это связано? Какие основные причины возгорания? Да, вы верно сказали, что сейчас зафиксирован только с начала октября, то есть это буквально 2 недели прошло, у нас зафиксировано 61 случай пожаров в бане. Это составляет почти 20% от всех пожаров. С чем это может быть связано? Это первым делом, это, скорее всего, неправильная эксплуатация бани и, конечно же, неправильная установка самой бани. Вот. Чтобы избежать трагедии, нужно первым делом доверять установку бани, установку специалистам. То есть специалисты знают, как нужно установить. Если баня железная, сколько расстояния должно быть. Если она каменная, как правильно положить. Какое расстояние должно быть от горючих конструкций. Как должна быть труба идти. То есть доверяйте это дело профессионалам. Также эксплуатация печей. То есть ни в коем случае нельзя разжигать печи, используя легковоспламеняющие жидкости. Те же самые бензин, керосин. То есть люди хотят быстрее разжечь, брызгают туда розжиг, происходит воспламенение и повреждение, получается травмы. Перед печью, перед самой топкой должен быть обязательно лист. Притопочный лист называется. Размер его как минимум должен быть 50 на 70 сантиметров. Нельзя топить печь, засовывая туда огромное количество бревен, это деревяшек, да, чтобы... И бывает такой случай, что засовывают деревяшки, полена, которые выпирают, торчат из топливника. Это тоже приводит к пожарам. Те же самые угли, они падают, если еще притопочного листа нету, то есть падает и случается пожар. Вот вы просто сказали о том, что есть определенные правила при установке печного оборудования. Вот вы их нам озвучили, я правильно понимаю сейчас? Это именно притопочный лист, да, и какие-то еще есть. Вот где найти специалиста, который скажет, правильно мы построили баню? Ведь зачастую баню мы доверяем кому-то построить, но ведь не гарант, что они будут соблюдать правила пожарной безопасности. Вот как быть с этим вопросом? Есть специальная организация, которая этим занимается. Там есть квалифицированные специалисты, которые знают не только, как правильно поставить баню, чтобы она была горячая баня, но и с соблюдением правил всех норм и правил пожарной безопасности. Есть определенный свод правил, где это четко прописано, сколько должно быть расстояние допустим, от трубы до сгораемых конструкций. Допустим, то есть печь, труба идет, вытяжка идет, то есть 38 сантиметров должно быть от сгораемых конструкций, 50 сантиметров. Это все прописано. То есть должно обязательно быть искрогаситель над трубой, чтобы, если начинается сильно топить печь, это все идет искры улетают и падают на дом. И может попасть соседям. То есть это все должно быть. Вот эти специалисты, они перед установкой печи, они это все соблюдают. По крайней мере, должны это соблюдать по нормам и правилам пожарной безопасности. А в целом сейчас какая статистика? Если сейчас говорить уже не только о банях, но в принципе о других строениях. Сколько случилось пожаров? Они в пределах как-то именно прошлогодней, может быть, статистики? И какие основные причины? Если брать общую статистику, сейчас на данный момент в республике произошло уже более 7,5 тысяч пожаров, на которых, к сожалению, погибло 156 человек. Из них 9 детей. Если брать общую статистику, то примерно у нас идет небольшое снижение, но где-то снижение, где-то повышение. Те же самые бани. В разы увеличились, 2,5 раза увеличились именно в бане. С чем это связано? Возможно, сейчас как раз отопительный сезон начался. Люди стараются больше топить печь. Перед тем, как использовать печь, нужно перед сезоном, у нас осенний сезон, осенне-зимний сезон, нужно проверить обязательно печь. Проверить на нарушения, то есть если какие-то трещины в самой печи. Чтобы увидеть это все, печь обязательно должна быть побелена белым цветом.
Так вы увидите, если образовалась, допустим, трещина, дым оттуда будет постепенно выходить, и вы уже увидите на белом свете черный след. Это значит, что есть какие-то нарушения, что дым может оттуда выходить, вы этим дымом можете, можно сказать, травиться. Вот, поэтому, если увидели такую трещину, нужно обязательно предпринять все меры, то есть зашпаклевать, все сделать и обратно замазать белым цветом. Это как бы ваш такой индикатор на вашу безопасность. Вот. А какие правила эксплуатации обогревателей? Вот если мы сейчас в основном с вами говорили о печи, очень часто используют электрическое оборудование. Как вот с ним быть, как его эксплуатировать, если уж вот не обойтись? Да, все верно, что не у печи есть, да, но есть уже городские многоквартирные дома жилые. Первым делом обратите внимание на вашу электропроводку. Если дом старый, знайте, что в этих домах, когда их строились, электропроводка была рассчитана только на те приборы, которые были раньше, в то время. То есть у нас радио, телевизор и там, не знаю, машинка стиральная. Вот. Сейчас же у нас гаджетов много, электроприборов много, увеличивается мощность подключенных устройств. И знаете, что данная проводка, которая, вы знаете, если она не была поменена, она может просто не выдержать. Поэтому не подключайте в одну розетку сразу много электроприборов мощных. Постирали, погладили, то есть что-то отключили, сделали другое. Если же проводка хорошая, то да, но все равно на ночь не оставляйте электроприборы. Ни в коем случае не включайте телефоны, планшеты на ночь. Он зарядился час, а дальше идет все-таки, поступает энергия, напряжение, это может просто кабель не выдержать. Что касается электрообогревателей, то используйте только сертифицированные электрообогреватели. Ни в коем случае не сушите вещи. Вот многие любят, бросили вещь мокрую на обогреватель, все быстро высушилось, хорошо. На самом деле нет. Вы бросили, забыли, она также начинает нагреваться и может в любом случае, в любой момент вспыхнуть. Та же самая, тем более, если это синтетическая вещь какая-то. Обязательно не оставляйте на ночь обогреватели, потому что мощность идет, постоянная мощность, постоянно у каждого электроприбора есть свой срок эксплуатации. Вот. И постепенно вы можете не узнать, когда этот подойдет срок, и в любой момент может вспыхнуть, произойти короткое замыкание и вспыхнуть. Это все. Не пережимайте провода, не пропускайте провода под коврами. То есть, чтобы не видно было, пола стелят. Если будет вдруг там какое-то нарушение изоляции, вы это не увидите. А под ковром вспыхнет, искра пойдет, и все это загорится. Такие вот простые правила. Ну и как вести себя, если все-таки уже вот возгорание случилось, мы видим либо задымление, либо открытый огонь, как быть? Если случился пожар, вы чувствуете, что все, вот он, произошел пожар, первым делом подумайте, сможете ли вы справиться с огнем. То есть на первых как порах пожара, на первых признаках пожара вы можете потушить его сами. Посмотрите, если же огонь небольшой, накройте тканью. Если это где-то на кухне, возьмите цветок землей, вода то же самое. Только ни в коем случае нельзя тушить водой электроприборы и масло, которое находится на плите, возгоралось. Если вы понимаете, что справиться с огнем никак не можете, сами звоните по номеру 101 или 112 с мобильного телефона. Обязательно предупредите соседей. Если у вас в помещении находятся еще жители, то есть семья ваша, дети, обязательно всех предупредите и выведите из горящей задымленной квартиры. Помните, что не так страшен сам огонь, как дым. Буквально 3-5 вздохов, глотков дыма может человек потерять сознание и умереть. Звоните пожарным, встречайте их обязательно. Когда позвоните пожарным, точно назовите адрес, где произошло возгорание, и по возможности встречайте их. Чем больше информации вы дадите диспетчеру пожарной службы, тем они быстрее приедут и быстрее найдут место возгорания и потушат. При этом, да, если будете когда эвакуироваться из помещения сгорящего, закройте дверь, но не закрывайте на замок. То есть вы выбегаете, дым большой, закрыли дверь, дым остался там и вышли. Если закроете на замок, то пожарным придется ломать эту дверь, вскрывать эту дверь, и это драгоценное время потеряется.
Как детей научить именно, как соблюдать правила пожарной безопасности? Вот буквально несколько слов. Проиграйте ситуацию с детьми. Сидите дома, говорите, что сейчас у нас произошел пожар, мы опускаемся, то есть большой дым пошел, все, тушить самим не надо, опускаемся на пол и ползем к выходу. Если же выход перекрыт, ползем на балкон, берем теплые вещи, возможно, там одеяло, что есть под рукой, выползаем на балкон, закрываем дверь и подаем любыми признаками, что вы здесь. Машем тряпкой, кричим, зовем на помощь. Вот. Такие ситуации, когда вы будете проигрывать с детьми, они уже в голове, у них что-то отложится, и они при возникновении, не дай бог, такое случится, они уже будут знать, что делать. И, конечно же, научите детей телефонами экстренных служб. 101, 102 полиция, 103 это медицина, 104 газовая служба, 112 единый телефон вызова экстренных служб. И ни в коем случае предупредите, что нельзя баловаться, звонить, потому что это влечет как административную ответственность, так и уголовную, и при этом пожарные будут выезжать, как говорится, они поедут на ложный вызов, а при этом где-то случится настоящая трагедия. Научите это, расскажите это детям обязательно. Андрей Петрович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как нужно вести себя, как соблюдать правила пожарной безопасности. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.